Добрый вечер. Мы продолжаем цикл передач Государственного национального хранилища кинодокументов о Республике Саха-Якутия. До прошлого, 1998 года, мы представляли киноматериалы с 1931 по 1952 год. А сегодня мы встречаем новый 1953 год. Тема нашей беседы с этими милыми женщинами, старожилами города Якутска, интеллигенции Якутии начала 50-х годов, того золотого периода, когда учитель был олицетворением образованности, объектом для подражания, объектом восхищения для детей, авторитетом для родителей. Я обращаюсь к молодым зрителям. Посмотрите вместе с нами, как работали ваши дедушки и бабушки, матери и отцы, в каких условиях они жили. И вот сейчас мы посмотрим с вами фрагменты старой хроники, но прежде я представлю участниц передачи. Это Скрябина Римма Егоровна, директор Музея истории и образования городского управления, Слепцова Клавдия Николаевна, преподаватель Якутского педучилища, Дружинина Екатерина Николаевна, председатель городского совета ветеранов педагогического труда, выпускница пединститута 1954 года, Протопопова Ульяна Михайловна, окончившая пединститут в 1946 году, кандидат филологических наук, и в 1952 году окончившая московскую аспирантуру. И председатель клуба старожилов города Якутска Расторгуева Галина Адриановна, выпускница пединститута 1949 года. Давайте посмотрим с вами сейчас кадры старой хроники, а потом поговорим о том добром старом времени. Как вот запомнился вам, Ульяна Михайловна, ваш первый выход в класс к ученикам? Как вы впервые зашли в класс? Класс, да? Ну, до этого я работала с 1932 года. Ну, и здесь, ну как? Какое было? Мне, конечно,
Я до этого в районе работала, в Майнской средней школе. Депутатом была, интернат кормила. А здесь, конечно, это и встреча с городскими детьми. Мне, конечно, было, как это сказать, страшновато вначале. Но потом я привыкла. Спасибо. Клавдия Николаевна, а вот мне интересно, как вы запомнили свой первый учебный год в Якутии? Я приехала в Якутск в 1948 году и сразу была направлена в педучилище. Педучилище – это учреждение, которое имеет богатую историю. И коллектив училища встретил очень приветливо, очень хорошо. В училище тогда было 5 отделений. Это русское, якутское, пионерское, дошкольное и физкультурное. Я, как специалист по дошкольному воспитанию, сразу же стала работать на дошкольном отделении. До меня фактически со специальным высшим образованием в училище не было специалиста. Поэтому мне с первых дней пришлось включиться активно в работу по нескольким предметам. И кроме этого приходилось очень много заниматься в библиотеке. Мне очень хорошо запомнилась библиотека имени Пушкина, наша якутская библиотека. В ней я еженедельно 2-3 раза занималась, поэтому эту библиотеку я запомнила как самые красивые, пожалуй, здания в республике, в городе. В то время каменных зданий красивых, это вот, пожалуй, была библиотека и академия современная, которая восстановлена по старым эскизам. А что касается внешкольной работы, ведь учителя не только обучали азам предметным, но и занимались с детьми и совершенно другой работой. Галина Адриановна, вот, допустим, ваши ученики, чем они любили заниматься вне уроков, чем вы с ними занимались? Я начала свою работу в 8-й школе. Школа так в то время была элитная, потому что как раз строились каменные здания вокруг школы. В основном туда переезжали работники обкома, горкома партии, дети университетских преподавателей нас учили. И в школе очень большая была внеклассная работа. Но надо сказать, что наша школа, так как она рядом с Дворцом пионеров была, мы очень тесно сотрудничали. Потому что проводили очень много вечеров, буквально вот во Дворце пионеров. Да? В частности, например, химические, физические вечера мы вот вместе с преподавателем химии проводили. Почти каждую неделю проводили мы тематические вечера. Вечера были литературные, физкультурные были вечера.
выпускники вот 8-й школы, они почти все в вузы шли. Поэтому они стремились добывать знания. И не нужно было особенно вот десятиклассников подхлестывать, они сами. Я всегда с ужасом приходила на урок 10 класс и думала, какую же они мне задачку преподнесут, конкурсную, какой они мне вопрос зададут. Потому что особенно вот парням, конечно, такой предмет, как физика, очень нужен был. Вот я знаю, Галина Адриановна, что вы коренная якутянка. Да. Здесь жили несколько поколений Расторгуевых. А вот, Екатерина Николаевна, мне хотелось бы от вас услышать, как начался ваш трудовой путь? Ну, я закончила наш якутский городской пединститут в 1954 году. И после всего этого всех нас распределили, выпускников, по всем районам. И я первый год поехала работать в Мегино-Кангаласский район, в село Мая. И вот началась моя трудовая деятельность в средней школе село Мая. Вопрос к вам, Римма Егоровна. Вы директор музея, то есть, по сути, вы знаете очень многое об учительстве 50-х годов. Воспользуясь случаем, рядом со мной моя учительница Клавдия Николаевна. Я хотела бы несколько слов сказать об учителях педагогического училища тех лет. Директором тогда был Михаил Павлович Романов, заслуженный учитель школы РСФСР, такой человек, который работал в стенах 30 лет. Вот. Его воспитанники, 30 человек, стали заслуженными учителями школы РСФСР, 70 человек заслуженными учителями школ нашей республики. Он такой был человек, энтузиаст. Много кружков работали в те года. Когда открылось дополнительно музыкальное отделение в 1957 году в нашем педучилище, отделением ведал Петр Андреевич Костин. В это время преподавателями были артисты театра, Анастасия Петровна Лыткина, Лазарь Сергучев, он вел кружок драматический. И я тоже была членом драмкружка. Ставили пьесы Ефремова «Братья». Я сыграла роль пистолета. И дальше были кукольный кружок, руководила Клавдия Николаевна. И были по рукоделию кружки. Очень много работали по вокалу. У нас работал хор 350 человек, руководил хором Таныгин. Он позже стал главным дирижером Марийского театра. Также в это время очень хорошо работали учителя Слепцов Григорий Игнатьевич, супруг Клавдии Николаевны по мастерской. Общий стаж Клавдии Николаевны и Григория Игнатьевича в педучилище 90 лет получается. Ну, якут в то время тоже запомнился очень красивым, замощенные. Это наши улицы, Октябрьская. Первые такие автобусы были. Приехали, и сюда мы как студенты целый день катались, первый день бесплатно. Это тоже радость большая была тех лет.
было бы, если бы вы сейчас вот вспомнили вот именно тех преподавателей, да, вот, кто работал в начале 50-х годов? Вот вы назвали... Вот очень обязательно надо назвать Константина Дмитриевича Потапова. Это после войны сразу же приехал и возглавил педучилище. Под его руководством было и пришкольный участок у нас, которым заведовал Антипин Алексей Георгиевич. Там выращивали различные овощи. Осенью обычно устраивалась выставка. И кроме того, было как хозяйство при училище, где выращивали капусту, картошку. Это было большим подспорьем, конечно, для коллектива и учащихся, и учителей. Если говорить об учителях 50-х годов, то, конечно, надо обязательно вспомнить Новопашина Дмитрия Георгиевича. Это очень крупная величина была. Вот я начинала работать под его началом, и считаю, что все, что вот во мне заложено было такое, вот это, во-первых, отношение к работе, отношение к ученикам, все это он вкладывал. Потом он был зав. ГОРОНО какое-то время, а последние уже годы он работал директором 10-й школы. Была Романова Лидия Николаевна, она очень много лет проработала, заслуженный учитель ЯССР и РСФСР, работала в 8-й школе, преподаватель истории, тоже очень такая сильная личность. Ну, конечно, Тишингольц Моисей Израилевич, Ковынина Нина Михайловна. Ну, таких фамилий можно много очень назвать. Говорили классики, статистика знает все. Но вот я думаю, вряд ли есть такие данные, сколько тогда заключалось браков, вот когда приезжие учительницы, врачи, агрономы выходили замуж за местных парней, рожали детей и навсегда связывали свою судьбу с Якутией. И вот те, кого мы называем сахалярами, принято называть так в Якутии, полукровки, у кого в жилах течет якутская и русская кровь. Ведь в основной своей массе, в большинстве, они 50-х, 60-х годов рождения. И это было нередкое явление, когда приезжие связывали свою судьбу с коренными якутянами. И таких примеров очень много среди учителей. Я знаю, что и среди вас тоже есть такие смешанные семьи. Клавдия Николаевна. Ну, у нас семья интернациональная. Григорий Игнатьевич работал в педучилище, когда я приехала. И в 50-м году мы поженились. У нас счастливая семья. Мы прожили больше 30 лет вместе. У нас сын сейчас работает радиоинженером связи. Кончил Томский институт радиотехнический и работает радиоинженером. Спасибо. Но в начале 50-х годов вашим ученикам было по 10, по 15 лет. И вот то, что заложили в них учителя,
ту тягу к знаниям, любовь к тому или иному предмету, потом в конечном итоге формировала человека. И вот многие из тех, кому сейчас 40, 50, 60 лет, те, кто получили высшее образование, имея неграмотных тружеников, родителей, получается в конечном итоге своей профессией и судьбой обязаны именно учителям. Именно учителям. И, наверное, именно в 50-е годы этот всплеск образованности, всплеск интеллигенции, так скажем, наверное, отразился на нашу жизнь и на сегодняшнюю. Потому что все, что делалось в экономике, в культуре, в искусстве, чуть позднее, это все делалось вашими учениками. Весной на слег барагон. Ребята собирались в школу. За ними прилетел самолет. В Барагоне есть и своя школа, но не полная. В школу-интернат в селении Кюсюр на весь учебный год улетают старшеклассники, а также сироты и дети тех колхозников, что кочуют по тундре с оленями стадами. В Тикси ребята пересаживаются на пароход. Все это один район, но раскинулся-то он на 400 тысяч квадратных километров, больше Италии, больше Норвегии. Погода в Кюсюре была к началу учебного года, что и говорить, северная. Но и ребят, а вместе с ними и нас, обогрело здесь тепло человеческого радушия и заботы. На торжественной линейке был секретарь райкома Василий Харлампович Вырдылин, депутат Верховного Совета СССР. Он якут, а учился в Москве. А классная руководительница у ребят русская, а училась в Якутске. Только что окончила там университет. У Тамары Никифоровны Барминой это первый самостоятельный урок. Ну, в конце передачи мне хочется и вас, и в вашем лице всех учителей 50-х годов поблагодарить за ваш труд, за то, что вы сделали для всех нас, для республики, и пожелать вам успехов в вашей работе сейчас, потому что я знаю, что многие из вас работают, продолжают свою деятельность. Спасибо вам.